Я поменяю этот снимок на обычный снимок, обычный рентгенографический снимок тазобедренного сустава. То есть здесь что происходит? Здесь у нас тоже выставили диагноз коксартроза, я об этом уже говорил. На самом деле происходит легкое вдавливание берцовых костей, берцовых трубчатых костей в суставную влагалищную сумку. Здесь идет легкий подвывих левой кости и предвывих правой. Выставлен диагноз коксартроз, то есть ей предложили заменить кости. На самом деле вот это все очень легко вытягивается, ставится на место. Тонизируется мышечная система тазобедренного сустава, мышечная система таза, передние берцовые мышцы, четырехглавые мышцы, и потихонечку это вытягивается. То есть здесь как бы особых проблем таких нету. Это уже человек, который встал на ноги, то есть я с ним уже работал. Женщина уже не ходит ко мне, то есть мы уже решили этот вопрос. Но снимок я сохранил для образца как такового. Бывают снимки, простые снимки рентгенографические, когда снимают позвоночник и говорят, что там грыжа. То есть простой снимок грыжу показать не может. Простой снимок может показать деформацию межпозвоночных дисков. Приблизительная протрузия, это вот на глаз определяется. Чтобы определить грыжу в простом снимке, нужно ввести красную контрастную жидкость в спинномозговой канал и только после этого проводить съемку. В противном случае грыжу определить по простому снимку просто невозможно. Все. В ленте вы увидите мои номера, консультации у меня бесплатные, как я и говорил.